А У вы меня сюда? там газета с вашим интервью. Я передам тогда кому-нибудь группу. Я не знал, что я встречу вас сегодня. Вот. Как это? Как вот хорошо вы видите. Так. Мы готовы. Пиши. Вы сразу в штыки и в бой? Торопитесь, наверное, куда-то, да? Хорошо. У нас мы можем остаться. Хорошо. Я бы хотел прояснить ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день. Однозначно можно сделать выводы, что в российском руководстве тяжелейший кризис. Кризис власти. Кризис власти. 2 дня назад по рекомендации политического руководства России, и в частности Виктора Черномырдина, наша делегация убыла в Москву для начала переговоров. В составе министра экономики и финансов и министра юстиции. Они встретились с Черномырдиным, обговорили ряд вопросов, касающихся прекращения огня, прекращения боевых действий, развода войск и так далее. Это было официальное решение главы правительства Российской Федерации, при котором было принято решение вчера в Назрани обговорить все детали с военным командованием. Назначенные руководители военного командования игнорировали, не явились. Не явились. Более того, сегодня в Совете Федерации рассматривался вопрос о привлечении к уголовной ответственности Бориса Ельцина за тягчайшие преступления, совершенные перед гражданами Чеченской Республики и правом человека на жизнь. Эти вопросы говорят о том, что ни Ельцин, ни Черномырдин не управляют и не контролируют ситуацию, и в особенности партию войны в виде Совета Безопасности, который вышел из подчинения и президента, и главы правительства. Партия войны, которая чувствует, что совершила тягчайшие преступления, и чтобы уйти из-под ответственности, еще больше нагнетает обстановку, и, находясь у власти, пытаются совершить более тяжкие преступления. В день, когда было назначено проведение переговоров о начале развода войск, 18 января 1995 года по городу Грозному нанесена дальней авиацией авиационный удар с применением бомб 3, 6, 9 тонн. По своей разрушительной силе, по своей мощности, уравнивающейся с боевым зарядом малой мощности ядерного оружия. В ход пущена уже стратегическая авиация с применением самых средств поражения, массового уничтожения и разрушения. В район боевых действий подтянуты дополнительные силы, дополнительное вооружение, боеприпасы, массового огневого поражения, И война с народом ведется сегодня на полное физическое уничтожение и разрушение. Не вступая в контакт с живой силой на расстоянии от 3 до 10-15 километров с земли,
наносятся массированные огневые удары со всех видов и средств поражения: град, смерч, САУ, артиллерия, танки и так далее и тому подобное. И с воздуха уже дальней авиацией массированные удары тяжелыми бомбами. Вот война, которая навязана. По оперативным данным и глубокий анализ состояния кризиса власти в России, неуправляемая ситуация, абсолютно точный проигрыш блицкрига добиться цели вооруженным путем, путем вооруженной агрессии, бандитская группировка в виде партии войны пытается совершить более тяжкое наземными средствами тактическое или оперативно-тактическое ядерное оружие, окружив это кольцо и не допуская никого из представителей иностранных государств, Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, СБСЕ и других организаций, превентивным ударом привести ситуацию в неуправляемое положение и развязать руки на применение массового ядерного оружия по всему миру. Никогда в истории человечества опасность применения ядерного оружия не становилась столь явной угрозой, как сегодня. Как сегодня. По нам применили все, что наработало человечество и военная машина России за всю историю своего существования. Все. Вакуумные бомбы, шариковые бомбы, игольчатые бомбы, ракеты высокоточные, бомбы высокоточные, бомбы тяжелые, артиллерия всех видов огневого поражения и так далее. Вот такое состояние я должен довести до мирового сообщества. Я только что, час назад, по телефону разговаривал с ведущими руководителями государств мира, довел ситуацию, обратился к Бутрасу Галлию, Клинтону, Демириэлю, к руководству Англии, Франции, Китая, что опасность применения ядерного оружия сегодня стала реальной реальностью. Реальность. Что происходит в высших эшелонах власти России? Полная неуправляемая ситуация, неконтролируемая. Виктор Черномырдин, пытающийся выйти на правовые пути разрешения и конфликта, и приостановления этой бойни, полностью игнорируется командой президентской командой, которая уже не подчиняется и самому президенту. Многократно президент России Борис Ельцин на весь мир делал заявление, что бомбардировки прекращены, бомбардировок не будет, военного вмешательства не будет, никакого силового решения не будет, и ни одно из его заявлений, ни одного из его распоряжений, приказов партия войны не только не выполняет, и еще больше после его любого заявления все больше и агрессивнее применяет все виды средств массового уничтожения и поражения. Конфликт уже охватывает широкомасштабные территории. Война имеет свойство по крышам перетекать, как пожар, и расширяться, но никак не гаснуть и сужаться. Сегодня уже затронуты интересы многих территорий: Ингушетии, Осетии, Дагестана, Грузии. В этой войне конфликты будут и дальше распространяться с молниеносной быстротой. С молниеносной быстротой. Будут. Война эта будет расширяться. И надо полагать, что она получит длительный
лет развития все расширяющихся масштабов. Все расширяющих масштабах. В борьбе за власть в высших эшелонах власти России могут и должны произойти сильные изменения. Или сейчас уже выступает единственная сила, которая может взять на себя ответственность, это Совет Федерации. Взять на себя ответственность. Или Совет Федерации привлечет к уголовной ответственности и отстранит военных преступников из состава партии войны, в том числе как в составе правительства, команды президента, так и части состава Думы. Или они пойдут на скамью подсудимых, и Совет Федерации возьмет управление законодательной и исполнительной властью в руки. Или же произойдет сильный конфликт между ветвями власти в борьбе за власть. Ельцинская команда попытается распустить Думу, что сильно боятся думцы, а ими не надо бы бояться. После этого произойдет сильный стресс, неуправляемая ситуация. Неуправляемая ситуация. Сегодня выступает только Совет Федерации. Другой силы в России, способны взять на себя ответственность, поскольку в Совете Федерации затрагиваются интересы очень многих народов, входящих в состав Российской Федерации. Вот реальная ситуация. Я обратился к мировому сообществу безотлагательно рассмотреть вопрос о пребывании России как правопреемник СССР в составе Совета Безопасности постоянным членом, ставший сегодня фактором опасности для мира. Следующее, чтобы мировому сообществу надо безотлагательно рассмотреть, это санкции экономические и политические в отношении России, ибо любая помощь финансовая, экономическая, инвестиционная, кредитная, технологическая, все эти средства идут на партию войны, на их обогащение и разжигание аппетитов новых конфликтов и войн. Третий вопрос, который надо мировому сообществу принять на себя, это разработать механизм правовой деколонизации народов, находящихся в составе Российской империи. Деколонизации народов. Деколонизация. Разработать механизм деколонизации. Если мировое сообщество всем миром не могут сегодня остановить банду взорвавшихся криминальных руководителей, прорвавшихся к власти, обладающие уже в руках ядерным оружием и необузданными аппетитами. Дело швах. Трагедия в любом конце может наступить в любое время. Замыслы нынешних ястребов, Чечня только повод, далеко идущий. С применением всех средств и видов поражения вооруженных сил, сфабриковав ложь, гигантскую лживую пропаганду, в планах российских ястребов очередная жертва – это Крым. За Крымом идет Прибалтика для выхода и открытия пути в Калининградскую область. И так вокруг снова восстанавливать союзную империю во власти нынешних ястребов и в их планах. Затем идет Средняя Азия и первая жертва – Казахстан. Казахстан. Вот планы нынешних руководителей имперским видением своего будущего.
Сумеет человечество остановить необузданные аппетиты нынешних ястребов? А их можно остановить только силой. Только силой. Только силой. Один из высших руководителей военных, которому предъявили обвинение в тягчайших преступлениях, народоубийстве откровенном, и потребовали немедленно оставить пост, сделал заявление, что если он уйдет, то его тут же убьют. Они спасают свои шкуры от преступлений, которые совершили перед народом. И будут теперь драться за эту власть, за эти места на смерть. На смерть. И при неуправляемой ситуации в российском руководстве мною предложено мировому сообществу безотлагательно взять под контроль ядерные силы, ядерные средства, находящиеся под контролем России, в руках России. Не будет над ними контроля, мир может содрогнуться от ужасов применения массового ядерных средств поражения. Вот реальная ситуация сегодняшнего дня. Хотим мы того или нет. А Чечня и была поводом. Gazeteyle konuşmadım. Hiçbir gazeteyle Murat Bil'in antrenörümüzle böyle bir demek vermediğini